Здесь проводится реконструкция по поручению главы Рамзана Ахматовича. Здание с богатой историей, Грозненский нефтяной исследовательский центр, построено более 100 лет назад в виде замка. И это будет плюс дополнительная туристическая точка. Все, что используется, это материал, который здесь именно был. Это здание построено в 1927 году, построено американцами. И здесь в 1928 году здесь был уже сюда заселен научно-исследовательский институт нефти. Это первый в мире институт, занимающийся нефтяной промышленностью. Здесь разработаны многие авиатоплива, масла, использованные в космической промышленности. Здесь также впервые в Советском Союзе был разработан полиэтилен, который уже наш завод выпустил в 60-м году. Грозненская, именно Грозненская нефть самая легкая, поэтому она была более легкой обработки. И здесь лучшее качество топлива получалось. И 95% всего авиатоплива расходовано на годы Великой Отечественной, и более 50% другого топлива. Здесь топливо были разработаны именно вот этим институтом университетовским. В 1978 году ему был вручен орден Трудового Красного Знамени. В конце видно прогрессивные постройки, совмещение исторического начала и современного. Очень впечатляет, так как это уникальное историческое переплетение, как на чеченской земле. Мы можем видеть образцы англосаксского строительства. Так что с большим интересом мне очень приятно находиться здесь. И очень ценно, что такое внимание уделяется реконструкции подобных зданий. Объект действительно достоин звания культурной столицы года, еще раз подтверждает значимость Грозного. И я думаю, выведет не только потенциал туристический Грозного, но и всей Чеченской Республики на новый уровень. Спасибо большое за такую потрясающую экскурсию. Я думаю, люди обязательно будут очень впечатлены этим, потому что надежность современной постройки будет сочетаться с первозданным естественным образом, что очень важно. В 1925 году наша столица, город Грозный, благодаря совместной работе мы выиграли конкурс. Все эти изменения, все эти работы благодаря нашему первому президенту и действующей главе нашему Рамзану Ахматовичу. Вот, вся его команда и днем, и ночью трудится, и благодаря этому Грозный самый динамично развивающийся город, безопасный, чистый, умный, современный. И в ближайшее время, иншаллах, еще лучше будет все. На данный момент ведутся все монолитные работы, фундаментные работы опалов установили. На первом этаже у нас будет книжная библиотека, ресторан, вот кофейня будет. На втором и третьем этаже у нас будет выставочный зал. Выставочный зал будет 7 залов. Это этнография, археология, такие вот залы. Дальше мы его планировали открыть на следующий год, как раз у нас будет культурная столица Чеченской Республики. Первый этап реконструкции у нас прошел в 2021 году. Над этим музеем работают московские специалисты. У нас появятся реставрационные мастерские. Мы планируем обучать специалистов, реставраторов, которых ранее не было в республике. Я была в этом музее до реконструкции, уже была очень впечатлена. И даже не могу представить, что будет уже сейчас после этой стройки. Также хочу сказать, что музей Чеченской Республики – это, наверное, ядро культуры Чечни. Поэтому очень важно, что проводятся такие работы. И меня также поразило, что музей был основан в 1924 году и сначала составлял помещение 2 кабинетов школы, а сейчас мы можем видеть такую громадную масштабную стройку. Поэтому это показывает, какими темпами развивается Чеченская Республика, к чему мы все еще можем прийти. Поэтому спасибо большое за информацию. Хочется отметить, что Айшат Рамзановна внесла огромный вклад в развитие культуры, так и весь этот проект полностью курируется Айшат Рамзановна. Да. Колоссальная работа проведена, надо должное отдать, если проехаться по объектам, это все видно, вот, начиная объект с Эсамбаева, Да. полностью в стиле хай-тека, вы сами видели, поэтому. И мы, кстати, выиграли на момент ее управления с ее большой поддержкой. Да.